Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Он заставил весь мир считаться с Россией. Владимир Путин отмечает день рождения. Программа поддержки малого бизнеса, закон о погребении и поправки в другие законы. Репортаж с сессии парламента. «Мой флаг – моя гордость». Старания участников флешмоба ко дню госфлага не остались незамеченными. Сегодня президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил его по телефону. Также в телефонном разговоре глава нашей республики заявил, цитата, «Накануне мы получили медицинское оборудование, запустили программу по линии Министерства образования. Кроме того, запущен ряд программ благодаря вашей поддержке». Конец цитаты. В ответ Владимир Путин поблагодарил за поздравления Алана Гаглоева и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. В Южной Осетии к Владимиру Владимировичу относятся особенно тепло. На протяжении долгих лет он играет ключевую роль в развитии не просто дружеских отношений между нашими странами. Россия в лице Путина – гарант стабильности, мира и процветания Южной Осетии. Тему продолжит наш корреспондент Анжела Кукоева. Мировому лидеру 73. Сегодня свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он заслуженно считается одним из влиятельных и уважаемых лидеров. Для жителей Южной Осетии личность Владимира Путина имеет судьбоносное значение. В день, когда российскому лидеру исполняется 73, здесь говорят не просто о политике, а о человеке, который изменил ход истории и подарил республике мир и безопасность. Для нашей республики Владимир Путин – это гарант независимости и безопасности, который был так тяжело завоеван, но значение президента не ограничивается военной страницей. Под его руководством была выстроена вся архитектура стратегического партнерства. По сей день из федерального бюджета финансируется восстановление инфраструктуры, строительство школ, жилых домов. В мае текущего года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, прибывшим в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В ходе беседы были озвучены ключевые моменты сотрудничества и непрекращающейся помощи для нашей республики. Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию. Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. И в этой связи мы проводим сейчас мероприятия, связанные с поддержанием в должном состоянии мемориалов, захоронений наших воинов времен Великой Отечественной войны. И всячески будем вам помогать в этом. Так же, как и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование. Разумеется, будем, как и прежде, уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы направление важное, если не сказать чрезвычайно важное. И я очень рад возможности сегодня с вами поговорить по всему комплексу этих вопросов. Очень рад вас видеть. Вопросы развития культурной сферы в Южной Осетии находятся под пристальным вниманием Владимира Путина. Существенную поддержку оказывает президентский фонд культурных инициатив, приступивший к работе в республике в этом году. Данный проект оказывает значительное содействие в реализации разнообразных культурных инициатив. Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил распоряжение о предоставлении поддержки образовательным учреждениям Южной Осетии. В частности, в учебных заведениях вводится новая должность консультанта по воспитательной работе с фиксированной заработной платой в размере 40 тысяч рублей. Помимо этого, преподаватели осетинского и русского языков будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 5000 рублей. В день рождения Владимира Путина из Южной Осетии направляются самые теплые пожелания. Население республики выражает глубокую благодарность за всестороннюю помощь и вклад в реализацию значимых проектов в социальной сфере. Resmashim Kistari Audunst Blagadoria Putin. Directionen där blir bakåtskjuta Sharambo blir Nanizat Hors Ukavaditelu Nakan Mir Midaganish der Vesester Autoritet
منوز در فیدار سوسمون داره. Abonu Vladimir Putin görən bun men mazarda zağınan zinat. Noje faldarın tiste ta bira saran bunu men ama teng bira sarısta veresender khusariranдар amanın birastenen zamana mustafat sarat. من هم فرشجه بخشرم من خشاورات تبیره شرم بوم کم کوس و فکوست بیره ننیز من هماشتای من نکن دونه زخه در صبر کند خورس فنتمی خورس خود تکنه میر قل کنه Путин мазар да загештер спахтата хор зината ноче фалдай хоздарче куса хушамундега. Сегодня наш дорогой президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает свой очередной день рождения. И в этот день хотелось бы пожелать ему долгих лет жизни и процветания Российской Федерации. Здесь его уважают не только как выдающегося политика, но и как личность, которая прониклась историческим стремлением остинского народа к независимости и оказала ему поддержку. Именно в этом заключается его особая важность для нашей молодой республики. Владимир Владимирович очень по-отечески относится к народу Южной Осетии. Он старается помогать буквально во всех начинаниях, идет навстречу нашему народу. И мы пожелаем ему от души здоровья, еще раз здоровья. Куса есть на ярости, ты на долгих лет жизни ему, чтобы он все так же продолжал управлять страной. Владимир Путин – это не просто руководитель огромной страны, но и надежный, испытанный временем друг Южной Осетии. На протяжении многих лет своей работы Владимир Владимирович неоднократно демонстрировал свою приверженность защите интересов Южной Осетии и содействию ее устойчивому прогрессу. Его личное участие и внимание к нашим проблемам вызывают глубокое почтение и благодарность. Анжела Кокоева, Рауль Кочиев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня на сессии парламента народные избранники внесли поправки в закон об органе принудительного исполнения и службе там. После длительного обсуждения был принят и законопроект о погребении. Парламентарии утвердили также программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Обо всем по порядку в репортаже Зарины Кочиевой. Депутаты парламента Южной Осетии поддержали поправки в закон о службе в органе принудительного исполнения, устанавливающие четкие требования к сотрудникам службы. Изменения вносятся в пункты 10 и 11 статьи 12 закона. Указанный законопроект лишь только конкретизирует те нормы, которые уже были заложены в этом законе. В частности, это касается уведомления сотрудника, руководителя организации о том, что он отказывается от гражданства Республики Южная Осетия, либо приобретает гражданство иностранного государства. Ничего нового. В рамках Конституции, международного права устанавливаются определенные правила. Как вы знаете, иностранное лицо не обладает теми правами в полном объеме, которые устанавливаются для граждан соответствующего государства. Поэтому, если лицо, сотрудник правоохранительных органов, отказывается от нашего гражданства и приобретает гражданство иностранного государства, за исключением Российской Федерации, конечно, то в этом случае он не имеет права работать в этой сфере. Поправки внесены в закон об органе принудительного исполнения республики, и они позволят улучшить правовое регулирование использования фото, видео и аудиозаписей сотрудниками органа принудительного исполнения Южной Осетии. Главная задача стояла в том, чтобы расширить ту процедуру использования технических оснащений соответствующей службой. Это аудио, видеосъемки и фото. То есть для того, чтобы зафиксировать административные правонарушения либо преступления, для соответствующей службы необходимо использование этих средств. Что было изначально уже заложено в законе, но сейчас более четко определена процедура, кто имеет право, кто утверждает перечень этих технических оснащений и для кого. Кроме того, отмечено, что законопроект расширяет их право на применение специальных средств и огнестрельного оружия в установленных законом случаях. И второе – это использование физической силы и оружия.
Оружие также было уже в законе, они имели право использования оружия. Это судебные приставы, которые работают в судебных органах для поддержания контроля и порядка на заседании. Они имеют это право, но в этом законе более конкретно описывается, каким образом, кому предоставляется это право, на каких условиях и основаниях и в каких случаях он может использовать физическую силу и оружие. Ничего нового, единственное, четко, как говорится, более конкретно определяется в этом законопроекте. Ношение оружия сотрудниками службы судебных приставов было озвучено, что за пределы, скажем так, сотрудник здания, в котором он работает, не может вынести, не выносит оружие, получает его преступление в смену, скажем так, и сдает обратно после завершения работы. Народные избранники после долгих дискуссий приняли и законопроект о погребении. Проект закона о погребении разработан в целях урегулирования вопросов погребения. На сегодняшний день в республике не отрегулированы указанные правоотношения. В основном проект закона определяет погребение как обрядовое действие. Законопроектом определяются места погребения, специально отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями. Также проектом закона устанавливается карантинный перечень услуг к погребению. И сегодня же парламентарии приняли программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2025 год. Государственная программа Республики Южная Осетия поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Республики Южная Осетия на 2025 год разработана в целях обеспечения устойчивого развития сферы малого и среднего предпринимательства Республики. Обучение стартовых условий для осуществления предпринимательской деятельности в Республике Южная Осетия, в том числе представителей молодежи. Развитие инфраструктуры и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест и повышение свободности населения, увеличение реальных доходов населения, увеличение количества фактических действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Срок реализации программы январь-декабрь 2025 год. Объем средств источников финансирования. Трансфер государственного бюджета Республики Южная Осетия за 2022 года в размере 36 миллионов 700 тысяч рублей. Глава законодательного органа Южной Осетии Алам Марги вынес на сессию парламента вопрос о награждении Мурата Джиоева медалью парламента Коломбек Теторис. Маргиев отметил огромный вклад выдающегося дипломата в становление и укрепление государственности Южной Осетии. Еще раз от вашего имени, от себя лично хотел бы поздравить нашего уважаемого Мурата Кузьмича с прошедшим юбилеем. 1 октября ему исполнилось 70 лет. Заслуги Мурата Кузьмича трудно переоценить, потому что действительно тот человек, один из тех, кто стоял у истоков становления нашей республики, который посвятил всю свою жизнь служению своей родине, своему народу, и сегодня продолжает трудиться и работать, несмотря на жизненные трудности. Заместитель председателя парламента Теймур Астатаев отметил большой вклад и в научную деятельность, и историю Южной Осетии. Хотел бы ему пожелать здоровья, всячески работая и во благо нашей молодежи, преподавая лекции, и во благо научных исследований, где он работает. Поэтому мы всячески поддерживаем и будем гордиться такими людьми, которые есть у нас в Южной Осетии. Парламентарии поддержали поправки в 10-ю статью закона об обязательном пенсионном страховании. В разделе «Разные» народные избранники обсудили актуальные вопросы, волнующие население республики. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Это не просто профессия, это призвание. Врачи. От них зависит не только наше здоровье, но подчас и жизнь. О молодом, но уже завоевавшем доверие и любовь пациентов лор-враче Георгии Дудаеве сюжет нашего корреспондента. Беспокоит что-то тебя? Все уже прошло, ни дискомфорта, ничего нет. Молодец. Пациент с тяжелым диагнозом паратонзиллярный абсцесс поступил в стационар 2 недели назад. Осложнения едва не привели к хирургическому вмешательству. Однако благодаря правильным и своевременным действиям врача Георгия Дудаева операции удалось избежать. Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке. Самое сложное, наверное, в трудных ситуациях
поставить диагноз, это редко бывает вообще, но бывают ситуации, когда диагноз поставить ты можешь, но в редких сложных ситуациях, допустим, в экстренных, в силу того, что ты не можешь по определенным причинам помочь человеку, приходится госпитализировать в другое какое-то учреждение. Также плановых пациентов мы тоже отправляем либо в Москву, либо в другие города на плановое оперативное лечение. Каждый день у Георгия Дудаева десятки пациентов, от малышей с ушными болями до пожилых людей, которые впервые за долгие годы начинают снова хорошо слышать. Работа ответственная и требует не только знаний, но и внимания к деталям. Я веду и амбулаторный прием взрослых, приходится, так скажем. Стационарных больных веду. Очень сложно бывает удержать пациента, конечно, в больнице с таким диагнозом, как гайморит. Он требует госпитализации, а пациенты с гайморитом в больнице лежать не хотят. Посвятить себя профессии врача Георгий мечтал всегда, но специальность отоларинголога он выбрал не сразу. В начале пути хотел стать эндоваскулярным хирургом, но позже по воле судьбы выбрал специальность лор-врача, о чем ни на секунду не пожалел. Изначально я хотел заниматься эндоваскулярной хирургией. На тот момент сказали мне, что для Южной Осетии это не актуальная профессия. В итоге я остановил свой выбор на профессии врача-отоларинголога. Тогда мне старшие товарищи подсказали, благо был рядом со мной старший товарищ, который, так скажем, наставил меня на правильный путь, чем я ему и благодарен. И в данный момент ни дня не пожалел о том, что выбрал именно эту специализацию. Конечно, есть куда расти. Все в моих руках, от меня зависит. С помощью Минздрава, руководства республики мы будем совершенствоваться, решать поставленные задачи. В день Георгий принимает до 30 пациентов, взрослые и дети, плановые и экстренные случаи. Кто-то жалуется на ухо, кто-то не может дышать, но всех их объединяет желание попасть к знающему врачу. Инструменты лор-врача иногда выглядят пугающе. Это разные зеркала и небольшие камеры, но именно с их помощью врач осматривает уши, горло и нос, ставит правильный диагноз и назначает лечение. Георгий обладает не только высокими профессиональными, но и личностными качествами. Он умеет находить общий язык и с детьми, и со взрослыми, располагает к себе пациентов, и они отвечают ему тем же. خورز آدم وارزنت آدمم تونت برزونس تاسمر باتم بادونم ما بیره یوم داری نما دران نما اون ما دوبت پاتنت دردم مزونه و با خصم کنتنال خوفن وجود خچن ما قرتنال ریسن تیم ماندر خواب خص کنه. Врачом не только надо стать, врачом надо родиться. Это больше, чем профессия. Это выбор каждый день, каждую минуту. Для Георгия Дудаева это не просто работа, это дело жизни. Помогать, лечить, поддерживать. Быть рядом, когда страшно, когда нужно просто услышать. Все будет хорошо. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Председатель политической партии «Нахас» Зита Бисаева посетила школу в поселке Знаур. От имени партии она подарила образовательному учреждению кухонную утварь для столовой. Директор школы Майя Келихсаева высказала слова благодарности и отметила, что помощь пришлась как нельзя кстати. Стоит отметить, что подобные акции в районе проходят регулярно. С радостью. У нас, в принципе, партия с радостью проводит вот эти мероприятия, проекты реализует, связанные с помощью школам, детским садам. Я считаю, что это то, что мы можем сделать для детей и нести определенную лепту. Я с удовольствием с коллегами это делаю. И на радость, как говорится, детям. К сожалению, у нас посуда была в школах, чашечки, кто без ручек, кто с отколотыми краями. Я думаю, детишки будут очень рады. Хочу выразить слова благодарности, Зита Григорьевна, вам всем, кто причастен к этому благородному и очень нужному делу. Уже ставший для Южной Осетии традиционным фестиваль пива пройдет в столице в пятницу. Гости мероприятия смогут попробовать новые сорта пива, поучаствовать в различных конкурсах и посмотреть концертную программу. Кстати, в этом году привычное название праздника «Октоберфест» организаторы решили поменять на «Highland Beer». Наш корреспондент продолжит тему.
10 октября в Пионерском парке пройдет популярный осенний праздник пива «Октоберфест». Этот фестиваль проходит уже 3-й год подряд и собирает множество гостей и любителей бодрящего напитка. По словам торгового представителя, несмотря на баварские корни, праздник уже успел стать доброй традицией и для цхинвальцев. Наш фестиваль узнают во многих уголках Российской Федерации. И наши гости, которые в прошлом году приезжали в большом количестве, в этом году еще больше гостей будет. То есть это те компании, те дистрибьюторы, которые занимаются продвижением нашего пива на российском рынке. По словам Гогинова, про фестиваль говорить можно много, но лучше прийти, поучаствовать и стать свидетелем продвижения одного из самых узнаваемых брендов Южной Осетии. В этом году гостей ожидает более насыщенная культурная программа. Концерт с участием югосинских исполнителей, различные конкурсы и неожиданные призы. И еще раз бы хотел обратиться к цхинвальцам, чтобы пришли, попробовали новые сорта пива, который варит высокогорная кельтская пивоварня, и разделили с нами наш праздник. Вход и участие совершенно бесплатно, все желающие могут прийти и поучаствовать в фестивале. В этом году введены и новшества. В частности, поменялось название мероприятия. 2 года подряд проводили Октоберфест, и сейчас мы его тоже называем Октоберфест, но мы ему придумали другое название – Highland Beer, фестиваль высокогорного пива. Мы все-таки отличаемся от всех стран, где варят пиво. Наше пиво отличается высоким качеством, и то, что вот мы используем высокогорную воду, является нашей отличительной особенностью и нашим преимуществом среди других поставщиков пива. Таймураз Гогинов также подчеркнул, что на фестивале будут представлены новые сорта пива. С каждым годом праздник привлекает все больше гостей, становясь ярким событием в культурной жизни республики. Стелла Бязарова, Фатима Чочева, Ринат Медоев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. «Мой флаг – моя гордость». Участников флешмоба, который прошел в День государственного флага, наградили почетными грамотами. Министр культуры Радат Загоева отметила кропотливую работу педагогов и непосредственно самих участников красивого действа. Подробности в репортаже нашего корреспондента Алины Ельфимовой. В школе искусств имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова состоялось торжественное награждение участников масштабного флешмоба «Мой флаг, моя гордость», приуроченного ко Дню государственного флага Республики Южная Осетия. Организатором патриотического мероприятия выступила хореографическая школа-студия при Министерстве культуры Республики. Творческая акция объединила сотни детей, которые, можно сказать, своими руками на театральной площади создавали символы государственности и единства. Министр культуры Радат Загоева вручила почетные грамоты участникам и поблагодарила всех за проявленную активность. Этот флешмоб не просто акция, а искреннее выражение нашей общей любви к родине, подчеркнула министр. Мы решили вас собрать, чтобы лично и министр, и все Министерство культуры вас поблагодарило за ту красоту и за то мастерство, которое вы всем нам подарили 19 числа на Театральной площади. Радат Загоева также отметила большой труд учителей. Долгая и нелегкая подготовительная работа к акции получила огромное количество восторженных отзывов. Педагоги школы также получили почетные грамоты. Заслуженная артистка Южной Осетии Майя Четион также поблагодарила участников флешмоба и подчеркнула, что молодежь должна охотно принимать участие в подобных акциях. Все отметили, что Участники поделились эмоциями от участия в патриотическом мероприятии и выразили слова благодарности наставникам, ведь именно благодаря им акция получила такой масштаб. Спасибо, мои уральные, чтобы такие праздники были почаще.
Главный итог – это большая гордость, которая витала на церемонии награждения. Проект наглядно показал, что патриотизм может быть живым, творческим и масштабным. Алина Ельфимова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 25, ночью плюс 14. В Заурском районе днем 24 градуса тепла, ночью 15. В городе Квайса днем плюс 22, ночью плюс 14. В Ленигорском районе днем плюс 24, ночью плюс 17. В Цхинвале днем 24 градуса тепла, ночью 17. На этом наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.